Коми проходит профессиональная педагогическая неделя. На протяжении 7 дней в республике стартуют сразу 6 региональных этапов всероссийских конкурсов. Сегодня, к примеру, проявляли себя учителя-дефектологи. Профильный профессиональный конкурс проводится уже в 7-й раз. В этом году за победу борются 16 педагогов со всей республики. Они обучают, воспитывают и помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. Представлены почти все муниципальные образования, государственные образовательные организации. И, конечно, очень важно, что сегодня в Российской Федерации большое внимание уделяется именно дефектологическому образованию. Это очень нужные специалисты. Сегодня их востребованность возрастает. Поэтому надеемся, что сегодня лучшие учителя-дефектологи покажут свои результаты. Стартовал сегодня региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» среди педагогов профессионального образования. За звание лучшего поборются 22 преподавателя, представляющие техникумы и колледжи республики. Причем 7 из них мужчины, что большая редкость для педагогических состязаний. Мастер года – это такая, знаете, завершающая история в нашей линейке открытий. Если мы начинаем с воспитателей, мы понимаем, что там у нас малыши, то мастер года – это уже те, кто учит взрослых, наших студентов, выпускников вчера еще школ. Очень уникальный конкурс, потому что мастер производственного обучения – это и теория, и практика, причем настолько все перемешивается, что все-таки в первую очередь мастер года – это тот человек, который учит профессии на ощупь. То есть кто вводит в профессию, кто сопровождает в этой профессии. И от этого специалиста на самом деле зависит, а полюбит ли наш молодой человек эту профессию. Всего же в 6 региональных этапах педагогических конкурсов принимают участие 102 преподавателя. Одно из самых важных конкурсных испытаний – это урок. Именно во время работы с детьми конкурсанты будут демонстрировать глубокое понимание предмета, образовательных стандартов и творческий подход. Именно лучших, которые будут представлять республику на федеральном уровне, объявят 26 апреля.